У нас чудеса после Нового года все время. Неўзабаве пасля новага году еўрапейскія СМІ апублікавалі аўдыёзапіс, зроблены, як сцвярджаецца, у кабінеце кіраўніка КДБ Беларусі. З запісу вынікае, што ў 2012-м беларускія спецслужбы маглі абмяркоўваць забойства палітычных апанентаў Александра Лукашэнкі, якія пакінулі краіну. Аўдыё прадставіў былы супрацоўнік антытэрарыстычнага падраздзялення «Алмаз». У меня есть стопроцентное доказательство, что эта запись подлинная. Была сделана фоноскопическая экспертиза. А второе, что у меня мой анонимный источник, который непосредственно общался с людьми, которые на этой записи, и который знает, как это все происходило, может дать показания в суде. На аўдыёзапісе прагучала імя былога начальніка СІЗА нумар 1 Олега Алкаева. Ён у свой час агучыў інфармацыю пра меркаванае забойства апанентаў Лукашэнкі Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Юрыя Захаранкі, пасля чаго эміграваў у Нямецчыну. В 2012 году меня персонально предупредила комиссар полиции Берлина о том, что планируется мое забойство, но без всяких деталей. Просто они взяли меня под охрану, сказали, что мы обязаны. На запісе гучыць прапанова падкласці выбухоўку журналісту «Украінскай праўды» Паўлу Шарамету. Яго сапраўды забілі праз 4 гады, падарваўшы ў машыне. Мы никогда в редакции «Украинской правды» не отбрасывали версию о возможной причастности белорусских спецслужб к убийству нашего коллеги. Так же, как и российских спецслужб. Потому что Павел был журналистом, который работал в Беларуси, который работал в России, который работал в Украине, был известен своей критикой, в том числе критикой режима Александра Лукашенко. Вот эти российские и белорусские силовики, они, так сказать, как бы составляют какой-то дуплет, действительно, какую-то одну и ту же модель поведения. То есть именно поэтому сейчас все, конечно, в Европе будут видеть очень хорошо, что здесь образуется такой альянс, значит, садистов и отравителей из белорусских и российских силовиков прямо на глазах в течение полугода. Здесь такая квалификация возникает – государственный терроризм. Жыхары Беларусі лічаць, што пад гэтае азначэнне падпадаюць і аблавы, якія штовечар ладзяць сілавікі. Дваровыя перформансы ўлады прыраўнялі да несанкцыянаваных мерапрыемстваў. Найбольш дастаецца менскаму мікрараёну Новая Баравая, дзе зачысткі двароў робяць узброеныя людзі ў цывільным. Забирают. Я говорю, это наш папа, мы вышли на прогулку, мы сейчас пойдем с семьей домой, ложиться спать, там, готовиться к Рождеству. И я за него схватилась, я его держу, естественно. Один, по-моему, мне сказал, что девушка, идите к ребенку. Но это была единственная вежливость, единственная, потому что другой просто меня взял за горло. Вот так вот взял меня и очень сильно меня зажал. Зачистки, як высвятляецца, санкцыянаваныя з самага верху. Я же вас предупреждал. Плохо, когда они ходят по улице. Еще хуже, когда они идут во дворы. Будет невыносимо, когда они придут в ваши квартиры. Але жыхары, выглядае, больш апасаюцца не мірных пратэстоўцаў, а тых, каму выдалі зброю, каб іх разганяць. Я считаю, что это беспредел. Вокруг себя они создали группировку бандитскую, которую теперь сегодня голодные, как шакалы. Получается, скоро они витрины будут разбивать и врываться за продуктами в квартиры домов. Уже во дворы вошли. Сейчас будут в квартиры врываться и творить произвол. Нягледзячы на шматлікія, зафіксаваныя дакументальна выпадкі гвалту з боку сілавікоў, па ніводным такім факце супраць іх не пачалі крымінальнай справы. Тым часам улады абвясцілі 2021 годам народнага адзінства. Я хочу, чтобы в моей стране было тихо и спокойно. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Каких выборах? В 2025 году он лавирует, он всем говорит так, как нужно. Ему надо прорваться к Всебелорусскому народному собранию. Он стал сделать на него ставку, он про него вспомнил. Он никогда больше, скорее всего, не пойдет на какие-либо выборы, референдумы. Они прекрасно понимают, что вот никакая Ермушина в данном случае уже не спасет. Вы можете представить, сели снова избирательной комиссии. Что там с ними будет твориться?
Вот в этой ситуации. После террора этого августовского, сентябрьского и так далее и тому подобное. Поэтому то, что он будет делать, оно будет вне избирательных механизмов, вне выборов. Якім чынам плануецца аднаўляць адзінства ў краіне, не паведамляецца. Але, на думку аналітыкаў, грамадства не гатовае прыняць любыя варыянты. Без деэскалации, без, принаймні, выпуска полізнявольных большей их частки, без спынення гвалту и без неких, принаймні, минимальных домовленностей перед основными гульцами уже на белорусском политическом поле, я не думаю, что какая-нибудь реформа будет значить решение кризису и что эти измены будут приняты белорусским громадством. Сёння ў Беларусі 169 палітвязняў. Больш як 20 дзён трымае за кратамі галадоўку пратэсту адміністратар тэлеграм-каналу «Беларусь галаўнога мозгу» і фрилансер-консультант Белорусской службы «Радио Свобода» Игорь Лосик. Лично мне, наверное, никакой помощи не нужно. И так огромное количество людей пишут мне со словами поддержки, присылают дочке подарки на Новый год, на день рождения. Наверное, единственное, что я хочу попросить, это чтобы как можно больше людей писало Игорю с просьбой остановить голодовку, потому что моей дочке нужен отец, а мне нужен муж. Стаўку ў абвешчаны год адзінства ўлады робяць пакуль на дацісканне апаненту. Тыя ў адказ папярэджваюць. Чем ты сильнее сжимаешь кулак, и у тебя какой-нибудь, допустим, песок в нем или какая-то субстанция, тем больше у тебя повылазит помеж пальцев, как у нас говорят. И чем он будет сильнее сдавливать людей, тем сильнее и большее количество людей будет оказывать ему сопротивление. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.